Пицунда – один из основных курортов Абхазии. Здесь совмещается красота суровых горных вершин с гладью морского необъятного пространства. Пицунда объединяет в себе исторически значимые места с современными гостиничными комплексами и предлагает комфортный отдых и множество развлечений. Несмотря на то, что город сам по себе небольшой, желающих посетить его достаточно много. Администрация и местные жители ежегодно усовершенствуют места отдыха, повышая уровень комфорта. Министр туризма Теймураз Хижба проверил готовность Пицунды к летнему туристическому сезону. Сегодня мы прибыли сюда, прежде всего, узнать, какие у вас есть проблемы. Возможно, мы чем-то можем помочь. На территории города Пицунды находится крупнейший туристический центр объединения курортов Пицунда. Это градообразующее предприятие. Специально пригласил сюда директора курорта. Может быть, мы на месте смогли бы решить те вопросы, которые вас волнуют. Вот, я думаю, у нас в этом смысле есть полное взаимопонимание. Ведутся работы по благоустройству города, чистка, уборка, проблемы, возникающие с коммуникациями, тоже и устраняются, в принципе. По водоканалу тоже вопросов нет. В принципе, мы готовы принять туристов. А по поводу койко-мест, да, к сожалению, в администрации города нет отдела по туризму. Мы город районного подчинения. И все у них сверки. Но по поводу водоканала хотел добавить. Мы в этом году заменили 2 вентиля по стоимости по 500 тысяч рублей. Это чтобы перекрывать, они были испорчены, с 67-го функционировали. Плюс еще проблема по городу, если не ошибаюсь, по Кипарисовой аллее. Они в очень тяжелом, худшем состоянии. Там проблема еще такого характера, что где они проходят, в определенных местах уже гостиницы стоят, кафе. Этот вопрос тоже один из сложных на сегодняшний день по водоканалу. А весь водоканал, конечно, нуждается в реконструкции, охрана, освещение, камеры. Вопросов очень много. Ну, насколько сейчас мне известно, там ведутся работы, переговоры на будущее, комплексный план, чтобы отреставрировать. Теймураз Хижба оказал содействие в обустройстве на городском пляже спасательной станции, а заработную плату спасателям будут выплачивать из средств объединения пансионатов курорт Пицунда. Министр отметил, что необходимо периодически брать пробу морской воды, чтобы она не превышала допустимые нормы загрязнения, и это не отразилось на здоровье туристов. Вода в Пицунде чистейшая. СЭС следит за этим и регулярно берет ее пробы, сказал глава городской администрации. Теймураз Хижба обратил особое внимание на вопрос трудоустройства местного населения. Я бы вот прямо хотел бы вам зачитать объявление. Я не буду называть организацию, которая ищет новых сотрудников, но тем не менее. На летний период требуется 2 сотрудника для работы в гостинице города Га. Требования: возраст от 40 до 50 лет, русская либо армянка. Пресекать такого рода объявления. Более того, хочу обратиться к предпринимателям. Не имеет значения, инвесторы они, или даже если они очень крупные инвесторы и много благих дел делают для республики, такого рода подход, он непозволителен. Это называется дискриминация. Должны приниматься все граждане Республики Абхазия, не в зависимости от нации. Но отдельно упоминать определенные национальные группы непозволительно. Это оскорбительно в адрес коренного этнического населения. В ходе совещания также был затронут вопрос работы торговых объектов. Теймураз Хижба с главой администрации проинспектировали некоторые из них. На Кипарисовой аллее администрация города демонтировала 36 старых объектов торговли, которые портили облик города. На Кипарисовой аллее также уложили новую тротуарную плитку. Предоставляем возможность строить по согласованию нашим архитекторам города новые уже строения, сборно-разборные. Новых более 10 уже построено. Еще будет более 20. Министр также осмотрел состояние городского пляжа. Здесь убирают пляж 2 раза в день, утром и вечером. Арендаторы убирают. Проблем с чисткой и уборкой нет. И пляж в таком идеальном состоянии, все чисто убрано, аккуратно. Готов к приему отдыхающих. Курорт на летний сезон.
Теймураз Хишба совершил инспекционную поездку и в город Гагра. Министра встретили заместитель главы администрации Гагрского района Адам Урцишба и депутаты районного собрания. Теймураз Хишба посетил медицинский центр, Гагрскую больню-лечебницу, известную своими оздоровительными процедурами, сероводородными и грязевыми ваннами 60-х годов прошлого века. Больня-лечебница перестала работать в 2010 году, а в марте 2022 года после капитального ремонта медицинский центр вновь стал принимать пациентов. По словам главврача Валентины Верхотуровой, скважина с сероводородным источником в Гагре лучшая в мире с точки зрения лечебных свойств. В центре функционируют 42 сероводородные ванны, как и в советское время. 12 лет проставила лечебница, сейчас это просто роскошь, когда приезжают с России и говорят, что это за такая звезда, такая жемчужина в Абхазии. Это правда. Мы стоим на источнике, это сероводородный источник. Каждый источник это уникальный сероводородный. В нашем 29 показателей сероводорода, 5 единиц радона и 16 микроэлементов. Мы ни с кем не сравниваемся, но мы лучшие. Тогда, когда эта лечебница функционировала в полном объеме, она принимала огромное количество людей именно в зимний период. И для нас правда. очень важно Это ваша работа в зимний период. Это правда. Вне сезон для нас тоже очень актуален. В чем сейчас покажу, в чем наше преимущество. Это точно, потому что, во-первых, одномоментно 42 ванны, и они разного размера. Поэтому 30 минут мы работаем с 9 до 6, включая субботу и воскресенье. Здесь есть гидромассажные ванны, душ Шарко, хамам, бассейн и лечебные грязи. Медицинское оборудование закуплено в России. В больнолечебнице 35 сотрудников, из них 34 местные жители. После осмотра кабинета подводного вытяжения позвоночника министр предложил за счет Министерства туризма провести данную процедуру нуждающимся в ней пациентам Республиканского реабилитационного центра инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, располагающегося вблизи больня-лечебницы. Сколько одна процедура стоит? 1200. Но в эту процедуру включено осмотр невролога. Вот Перед скажите, процедурой. сколько нужно процедур, чтобы... 5-7, да. То есть Классический. получается 6 тысяч рублей на человека. Верно. Мы проведем оплату, чтобы все, кто сейчас живет в КБРЦ, прошли полный курс у вас. Министерство туризма оплату берет на себя. Надо посмотреть, нет ли противопоказаний. Ну, естественно. Главврач показала министру бассейн, который готовится к открытию в середине июня. Валентина Верхотурова рассказала, что в больня-лечебнице могут принять 104 человека в час. Далее министр в сопровождении заместителя главы администрации Гагрского района Адама Урцишба осмотрели городской пляж. Хишба указал на то, что на пляже должна работать спасательная станция, а СЭС систематически брать пробы и проверять морскую воду. Курортный сезон начался, но купальный сезон откроется 15 числа. Данная спасательная будет работать вот с 15 числа. Мы нашли спасателя. Также будет здесь медпункт, все будет функционировать. На центральном пляже уж точно. Значит, в Гагринском районе 507 мест размещения, более 26 тысяч койко-мест. Ту нагрузку, которую испытывает Гагринский район, во время летнего курортного сезона не испытывает ни один район в Абхазии. Это огромное количество мусора, бытового мусора, отходов и так далее. И коммунальное хозяйство, конечно, работает на износ. да. Мы в преддверии летнего туристического сезона приобрели еще 4 автомобиля мусороуборочной техники, по району раздали его. Сейчас еще ожидаем одну. В плане укомплектованности именно вот мусорными машинами район на 80% укомплектован. Я думаю, что мы достойно проведем летний курортный сезон, мы к нему готовимся, готовились. Я думаю, что все будет хорошо. Хочу рекомендовать установить спасательные пункты, закупить жилеты, буи. Это очень важно. Мы знаем, что здесь работают отделение МЧС есть. В экстренных случаях они, естественно, выезжают на место, оказывают всевозможную помощь, но мы говорим прежде всего о предупреждении. Все службы должны работать в усиленном режиме, чтобы создать жителям и гостям района наиболее комфортные условия, подытожил Теймураз Хишба. Сария Кварцхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.